Эне тилим эчен кылым карыткам, эч ким аны өчүрө албайт тарыхтан. Бизон медиа порталынын катталуучуларына салам. Бүгүн биз жарандарыбызды кыргыз тилин канчалык деңгээлде билет экендигин текшеребиз. Ну что ж, уважаемые друзья, проверим жителей столицы, насколько хорошо они владеют кыргызским языком. Поехали! Привет, друзья! Давайте сперва познакомимся с вами, дальше я уже объясню вам всю суть игры. Меня зовут Айсалкын. Меня зовут Адай. Адай. Да. Очень приятно, Адай Айсалкын. Меня зовут Сезим. Это Бизон Шоу и наша всеми любимая викторина. Я вам задам 5 целых вопросов. За правильный ответ вы будете получать определенную сумму денег. Несгораемая сумма – это 200 сомов. И у вас есть небольшая подсказочка – это 50 на 50. Но вы можете воспользоваться им всего один раз, и это всего одна подсказка. Тема нашего сегодняшнего шоу – это кыргызский язык. Хорошо владеете кыргызским языком? Я нормально, он не очень. Он не очень. Хорошо. А в какой школе учились? Я в гимназии, но не тут. Не тут. Где? Каракули. Караколе. А вы? В Беловодске. Беловодске. Да. Номер? 1. Номер 1. Да. Все отлично. Тогда русский класс или кыргызский? Русский. Русский тоже? Тоже русский, да. Тоже русский. Но тем не менее, несмотря на это, вы являетесь жителями столицы Кыргызстана, Бишкека. По этой причине, мне кажется, вы должны 100% правильно ответить на все эти вопросы и получить небольшую сумму денег. Хорошо, готовы? Окей. Первый вопрос. За первый вопрос вы получите 50 сомов. Продолжите пословицу. Туган жердин топурагы. Вариант ответа. А. Күмүш. Б. Алмаз. В. Алтын. Г. Темир. Вообще пословицы слышали такую? Алтын. Да, я слышала. Слышали? А вы? Нет, Нет, а вы как считаете? я не знаю. Не знаете? Я доверюсь. Доверие, да? Первый вопрос у нас полностью на доверие. Итак, вы уверены в своем ответе? Мне кажется, да, алтын. Остальные варианты. Туган жердин топурагы. Алтын. Да, считаете? Хорошо, я принимаю ваш ответ, верно? Да. Я принимаю ваш ответ. Туган жердин топурагы. Алтын, конечно, вы зарабатываете 50 сомов. Но если вы ответите на следующий вопрос неправильно, то ваши деньги полностью сгорят. По этой причине я хочу, чтобы вы на него правильно ответили. Кто автор повести «Белый пароход»? Отлично. Сразу же без вариантов ответа мы слышим ответ, правильно? Да. Кто это? Чингиз Айтматов. А вы знаете? Да, Чингиз Айтматов. Тоже знаете? Хорошо. Автор повести «Белый пароход». А. Алкул Осмонов. Б. Алы Токумбаев. В. Касым Тыныстанов. Г. Чингиз Айтматов. Чингиз Айтматов. 100% уверены. А вдруг это Касым Тыныстанов? Я 100% уверена. А вы читали «Белый пароход»? Читали. Да. Хорошо. Как зовут главного героя? Главного героя этот маленький мальчик. Ой, не знаю. Ну, вы читали, ладно. Не будем тогда вас мучить. Конечно, это Чингиз Айтматов. Вы зарабатываете 100 сомов. Я вас поздравляю. За следующий правильный ответ на наш вопрос вы получите 200 сомов. Это несгораемая сумма. Готовы? 5 вопросов. Третий вопрос. Когда отмечается День кыргызского языка? А. 1 сентября. Б. 23 сентября. В. 5 октября. Г. 23 октября. Вот это немного забыла. Либо 23 сентября, либо 23 октября, что ли. Не знаешь? По-моему, 5 Помогайте. октября. 2 октября, может. 2 октября, вы как считаете? По-моему, 5 октября вы назвали же. Если вы мешкаете между двумя ответами, то вы можете воспользоваться подсказкой 50 на 50. Если нет, то вы можете сразу же ответить, если знаете правильный ответ. Мне кажется, лучше воспользоваться. Да? Воспользоваться? А второй вариант можете прочитать там? Давайте еще раз. Когда отмечается День кыргызского языка? А. 1 сентября. Б. 23 сентября. В. 5 октября. Г. 23 октября. Кажется, сентября, вот в конце сентября, да. 23 сентября. 23 сентября. Да.
Тоже так считаете? Да, тогда. Доверить? Опять же, на доверии, да? Я ответ? думаю, так, потому что в школе, помню, вот где-то в сентябре, в конце, кажется, отмечали этот праздник, да. Заставляли, да, что-то делать? Да, вот и стенды, танцы и так далее, кыргызские, вот. Отлично. Я принимаю ответ? Да. Уверен? Да. Хорошо, я принимаю ваш ответ. День кыргызского языка отмечается 1 сентября. Нет. Конечно, шучу. 23 сентября отмечается День кыргызского языка. Идем дальше. Вы сейчас в данный период получили несгораемую сумму в размере 200 сомов. За следующий правильный ответ вы получите 300 сомов. Что означает фразеологизм «озунгаташ»? А. Типун тебе на язык. Б. Твои бы речи да богу в уши. В. Делать из мухи слона. Г. Получишь у меня. А. Типунче на язык. Вы просто не участвуете в нашем розыгрыше. Я уверена, сейчас только девушка у нас получит деньги. Ну, я тоже считаю, он тебе на язык, да. Уверена прям. Стопудово, да? Да. Хорошо. Я принимаю ваш ответ. Прям уверенно идете к нашему финальному вопросу. Фразеологизм «озунгаташ» все должны знать, что он означает «типун тебе на язык». Я вас поздравляю. И за следующий правильный вопрос вы получите 500 сомов, так еще и станете нашим победителем. Готовы? Хорошо. Какой монасчи пересказывал эпос «Манас» до 8 колена? Вообще, увлекались ли вы Манасом? Не очень сильно. Не читали эпос? Но поверхностно все знаю, а так полностью нет, не читала. Ну, не читал, но, по-моему, раздел один читал. Ну, знаем, о чем. Ну, хорошо. Хотя бы это знаете. У нас потому что молодежь, многие не знают. По этой причине такая критика и оценка. Какой монасчи пересказывал эпос «Манас» до 8 колена? А. Сагынбай Урусбаков. Б. Тоғлық Молдо. В. Саякбай Каралаев. Г. Жусуп Мамай. Либо А, либо вот вы, кажется, Саякбай Каралаев, либо этот Сагынбай Урусбаков. Вот тут 50 на 50 теперь можем, да? Теперь точно 50 на 50. Теперь можно воспользоваться услугой 50 на 50. Воспользуемся? Да. Хорошо. Какой монасчи пересказывал эпос «Манас» до 8 колена? Остаются два варианта ответа. В. Саякбай Каралаев. Г. Жусуп Мамай. Жусуп Мамай тоже очень много рассказывал. Ну да. Ну давай тогда Саякбай Каралаев, что ли, нет? Даю вам 10 секунд для того, чтобы вы чуть-чуть подумали, пообсуждали. Это финальный вопрос. На кону 500 сомов. Можете потом мороженое покушать. Да нет, деньги не важно, просто все равно. Выиграть хочется, да? Да, хочется. Ладно, Саякбай Каралаева больше знаем, да? Но, Ну, Жусуп Мамай тоже знаю, что он много говорил, да вот. да. Я вам задам этот вопрос еще раз, и ваш следующий ответ я приму сразу же. Хорошо? Вы пока можете подумать, пока я читаю вопрос. Какой монасчи пересказывал эпос «Манас» до 8 колена? Остаются два варианта ответа. Б. В. Саякбай Каралаев. Г. Жусуп Мамай. Саякбай Каралаев. Ну ладно. Хорошо. Так как я пообещала нашим зрителям, я сразу же принимаю ваш ответ. Монасчи, который пересказывал эпос «Манас» до 8 колена, запомните, что это Жусуп Мамай. Хорошо? Но Рассказывал очень много и умер, по-моему, да? Про него фильм снимали или по кого? Не знаю. Я забыл. Но тем не менее, монасчи, который рассказывал эпос «Манас» до 8 колена, это Жусуп Мамай. И я думаю, что эта викторина была для вас не только для цели заработать деньги, но еще и узнать что-то познавательное, для себя интересное. Но несмотря на это, у вас несгораемая сумма в размере 200 сомов, и, конечно, мы вам вручим эти денежки. Та-дам! 200 сомов! Вы стали богаче! Держите ваши заслуженные 200 сомов. Удачи вам, успехов и небольшие пожелания нашему медиапорталу Бизон. Ну, очень круто, что вы развиваете кыргызский язык, потому что многие люди почему-то стесняются уже говорить на нашем родном языке. Ну, хотелось бы, чтобы больше таких викторин устраивали. Все, отлично. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо большое.
А ведь близки были. Давайте сперва познакомимся. Азамат, Азамат. Нурджамал. Джамал, по сколько вам лет? ну, 30. 30. Тоже под 30. Отлично. Вы должны на все вопросы правильно ответить, я считаю. Меня зовут Сизим, я являюсь ведущей медиапортала Бизон, а именно наша викторина Бизон Шоу. Каждую неделю мы выходим и задаем на определенную тему вопросы, за которые вы можете выиграть деньги. И на сегодняшний день наша тема — это кыргызский язык. Будем вопросы задавать вам из мира кыргызского языка. Всего 5 вопросов, не переживайте, у вас есть подсказка одна, это 50 на 50. Несгораемая сумма денег — это 200 сомов. Готовы? Давайте. Давайте начнем с самого легкого. Первый вопрос. Кто автор Алипе? Давайте без вариантов ответа. Все мы читали Алипе. Не Тыныстанов? Сейчас узнаем, да? По-моему, Тыныстанов. Вариант ответа. Кто автор Алипе? А. Касым Тыныстанов. Б. Белик Солтоноев. В. Юсуп Абдрахманов. Г. Ишиналы Арабаев. Арабаев. Или Тыныстанов. Блин, я не помню. Не знаете, да? Ну, давайте Тыныстанов, раз первое, что я ответил. Или Арабаев. Нет, давай Арабаев, Касым Тыныстанов говорите, да? Да. Я ничего не говорю. Я ничего не говорю, я только задаю вопросы. Арабаев тогда? Может быть, Арабаев? Арабаев Да. считаете? Ну, вы путаете. Никого я не путаю. Как это, кто хочет стать миллионером? Больше выбираешь, а потом Сейчас мы с ней сомневаешься. поссоримся. Так, что, ну-ка? Ты же, ты отвечай. А если сейчас проиграем, что будет? Дальше? Я уйду просто, и вы останетесь без денег. За первый вопрос 50 сомов. Кто автор Алипе? Касым Тыныстанов, Белик Солтоноев, Юсуп Абдрахманов и Ишиналы Арабаев. Касым Тыныстанов. Да. По-моему, да. По-моему, да. Но если что, виновата моя учительница по кыргызскому. Нельзя винить учительницу. Вы открываете эту книгу. Как только вы шагаете за порог школы, кто написал Алипе? Ну, Тыныстанов? Или какие-то другие у тебя варианты? Я вообще не помню, честно. Давай. Я не могу. Нет, мне это даже близко. Нет, не могу вспомнить. Давайте 50 на 50 сделаем. Сразу же 50 на 50. Хотя бы до второго вопроса дойдем. А то я боюсь, мы на первом. Хорошо. Кто автор Алипе? Остается 2 варианта ответа. Сейчас Тыныстанова и Арабаева оставят. А. Касым Тыныстанов. Г. Ишиналы Арабаев. Вот. Просто так, да, потратили? Касым Тыныстанов. Все-таки Касым Тыныстанов. Почему-то еще до вариантов я что-то сразу. Хорошо. Я принимаю ваш ответ, правильно? Да. 100%. Да. Уверены? Да. Точно? Я что, я буду говорить, вот. Да. Хорошо. Я принимаю ваш ответ. Я хочу, чтобы вы поссорились, потому что это не Касым Тыныстанов, это Ишиналы Арабаев. Я же говорила. Возможно, из-за того, что прошло столько времени, как только вы окончили школу, все забывается. Но, тем не менее, я хочу, чтобы вы запомнили, что Алипе написала Ишиналы Арабаев. Хорошо, спасибо. Будем знать. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Удачного дня. Вам тоже.